Мгм. А, Всем добрый вечер. У нас сегодня в гостях Дмитрий Павлов, активист САХА от движения военного сопротивления. Э, Всем Привет, Дмитрий. привет. Всем привет. Привет. Привет, привет. Сегодня я бы хотела поговорить, вот как мы с тобой обсуждали уже, о губернаторе, как я его называю, Якутского края, Ага. Айсене Николаеве. Э, Я бы хотела назвать нашу, вот думала, как назвать передачу, да, может быть, ее назвать, как сейчас модно, полуфабрикат. Ну, а с Мгм. другой стороны, думаю, что, ну, может быть, ну, как-то, он же вообще никакой не фабрикат. Мгм. Как можно назвать передачу нашу Передачу полуфабрикат? Они Сеня. Айсен же там типа переводится как типа Аи Сеня, типа Ага, сын верховных божеств, да, а по факту ага, он Они Сеня, Аллах, ну типа нижнего мира, ага, короче. ага, ага. Ну, Ну короче, да, чертенок. Они Сеня. ага. Вот. Да, Эй, то хорошо. есть, то есть внук. Ага, да. Внук, да? Да-да-да. Да, да. Ну, хорошо. Значит, Демоненок. что мы о нем знаем? Человеку 51 год. В Мгм. Википедии написано, что он государственный, значит, политический деятель. Мгм. Он, значит, у нас был в САПе, да, работал в САПе заместителем, по-моему, там тогда еще председателя или президента фонда финансовой компании, по-моему, корпорации САПи. Потом он возглавлял Алмаз Иргиенбанк. Потом он, значит, возглавлял якутское отделение региональное Единой России. Ну, такая у него биография, да? Ну, он еще в Питере Очень родился, такая. по-моему. Да. Потом он, значит, был, руководил администрацией правительства республики, и потом он пошел стал мэром. Вот, такой очень такой, как сказать-то, опытный, Системный, да, в этом плане. Да, системный человек. системный, абсолютно, абсолютно системный. И, ну так, умеет устранять, да, всех своих политических конкурентов. Заболев ушел, когда он пришел мэром, они убрали Заболева. Заболев, значит, отказался, сложил свои добровольно полномочия. Бедный мэр Заболев. Конечно, был вообще никакой, но такой же, наверное, в плане деятельности, как Айсен. Потом он, значит, когда он стал главой, когда его назначили губернатором, да, это не были выборы, конечно, никакие, Борисов тоже ушел, сложил Мгм. абсолютно там спокойно свои полномочия, и Айсен был назначен в Рио. Вот, у него семья большая. Да, как ты правильно сказал, он родился в Питере. Непонятно, кто у него отец, до сих пор никто не знает, кто у него папа. Достоверно, да? Потом у Мгм. него, значит, две жены. Сколько детей достоверно тоже неизвестно, в общем. Ну, Это про какая-то, Каярхан делали. да-да-да, какая-то вообще непонятная. У него, значит, сестра. Мгм. Без слез, значит, не взглянешь на эту женщину, да? Не поверишь, что это такое там вообще Мгм. происходит, да? Э, с, э, Не в пример брату, между прочим, очень такая глупая Мгм. женщина. Вот. Мгм. Оба брата, у него, значит, два младших брата, они оба занимаются, по-моему, что-то вот в сфере IT-технологий. И в сфере, по-моему, вот коммуникации они работают. У меня почему-то Мгм. было такое впечатление полное, что когда вот эти ролики про нас пошли, низкопробные, да, это вот все-таки они были связаны с одним из его братьев почему-то. Да, конечно. Ну, Ну, просто распилили деньги, я думаю, да. на И вот этим. вот. И в итоге он у нас, значит, такой. Что вообще, кроме этого, нам о нем известно? Ну, коллеги по позиционному крылу рассказывали, что очень хитрый человек и всех своих союзников он кидает, короче. Всех, с кем он работал, он так или иначе бросает, кидает, обманывает, и то есть идет так по головам. Ну, человек такой беспринципный, абсолютно. И, ну, очень хитрый. Меня вот
очень интересует, что он сейчас задумал, потому что я вижу его всякие ходы, шаги, и я чувствую, он готовит себе почву. Он, кажется, уже понимает, что Российская Федерация будет распадаться, и он уже потихо и готовится, думает, что ему делать, потому что на Западе его забанили полностью, поэтому ездит то в Казахстан с приемом, да, ну, то есть встреча, да, как бы официальная между Республикой Саха и Казахстаном, а раньше-то вот таких полномочий не делегировали, тут почему-то вот так вот. Потом в Турцию отправляет помощь от своего личного имени, да, ну, там, конечно, написано там о России, Турция, там, дружба навек, но там Якутия написано, и написано, что это помощь от Николаева, именно от Николаева лично, вот, и, ну, наталкивает на какие-то размышления, что, ну, чувствует, куда ветер дует, как бы на нескольких стульях сразу сидит и готовится к дальнейшим переменам. Ну, там еще некоторые детали есть, если интересно, могу Да, рассказать, что давай, я вот почему? вижу. Давай, очень Да, интересно. еще вот центр, вот, ну, что еще есть, да, вот, ну, активно наших ноубой отправляет и в то же время хочет еще создать центры обучения снайперов и этих, да, менеджеров дронов, ой, господи, ну, те, кто дронами управляет, в общем, Мгм. чтобы это все базировалось в Якутске, да. А, то есть что, возможно, свою армию какую-то хочет или хотя бы батальон, чтобы там свою власть защищать, да? Мгм. Ну вот они же уже первый выпуск у них же был. У них был первый выпуск, они выпустили этих вот операторов дронов. Обучили и выпустили. Ну вот, потом еще я так в новостях видел, строится активно верфь для Северного морского пути. Тоже интересно. То есть так резко, да, когда вот война началась, казалось бы, да, там, как они там говорят, там, Родина в огне, вот это вот все, да, ну, сами напали, сами себе проблемы создали, вот, ну, как бы по официальной риторике, как бы, они же вроде как все на фронт, там, давайте праздники отменять, там, Новый год, туда-сюда, ну, и всякая прочая, ну, мишура, под которой можно и дальше пилить деньги, да, вот. Либо как тот сомнительный депутат, я не помню, как его звали, который вроде как поехал на войну, да, чтобы дальше по карьерной лестнице пойти, а сам где-то в Измайлово или в какой-то гостинице в Москве лежал, и там какая-то сомнительная история с корейцем была, ну, то есть Да-да-да. нечто невообразимое просто происходит. Вот, ну, вот, ну, строится верфь, да, потом еще, похоже, он с Китаем договорился, чтобы строить железную дорогу до нас за счет ресурсов нашего народа. Да? То есть мы как бы фактически в какое-то экономическое рабство уже продаемся Китаю с подачи, ну, я так полагаю, Николаева, потому что, ну, говорят, Москва, ну, вот я в украинском источнике как читал, она не санкционировала вот это, потому что у них самих денег нет. И, ну, вот говорят, что сами договорились между собой. Вот, что еще? Ну да, поездка в Казахстан, да, о том, чтобы умолять, чтобы айтишники вернулись обратно домой. Или что, я не знаю. Ну, какие-то договоренности, в общем, что тоже может, да, свидетельствовать о том, что может готовить себе мягкую площадку в тюркских странах. Ну, та же помощь Турции, да, при землетрясении, при котором, кстати, более, если не ошибаюсь, 60 тысяч людей погибло и 2,6 миллиона лишились жилья. Вот, жест хороший, но под каким соусом он подан, это, ну, странно. Ну, как бы народ же, наверное, помогает. Это же не личные какие-то сбережения Николаева, которые он откладывал на черный день или что. Мгм. Хотя денег у него очень много. Насколько я знаю, его жена, что я еще вот знаю, у них есть компания разведывательная, алмазная, и, собственно, по идее, вот этим вот разведывательным компаниям нельзя добывать а, природные ископаемые, они могут только разведывать, да, а дальше там типа другие компании этим занимаются. Но с подачи Айсена этой компании разрешили, компании его жены, добывать алмазы. Вот это несколько лет назад, насколько я знаю, произошло.
собственно, ну, и активно добывают, продают, наполняют свои карманы. Ну, и еще интересно то, что Алрос уже разбанили, по-моему, с подачи Бельгии, да, они там, видимо, какие-то неофициальные контакты, и ну, Алрос как бы свободно, эти кровавые алмазы сейчас свободно торгуются, хотя по-хорошему они должны быть ну, под санкциями быть. Ну, предполагаю, те алмазы, которые добывает компания его жены, они тоже свободно торгуются на рынке теми, я не знаю, там через Индию, может, пропускает, еще как, ну, как с нефтью, да, примерно, там смешивают с другой нефтью, уже все, не российская как бы. Поэтому, ну, мне кажется, вот они одной рукой грабят, а другой стороной, вот, другой рукой как бы задумываются, да, что дальше делать, и готовят себе стены стелят, то есть либо бежать куда-то, да, либо там как бы в форте каком-то укрепиться, да, там, я не знаю, батальон сделать, свой ЧВК и защищать награбленное. Вот. К таким каким-то я мыслям прихожу. Мгм. Вот. Э, Тогда вот такой вопрос. То есть получается, что либо он убежит, да, ну, как бы после всего того, что произойдет, либо он убежит, либо он, возможно, останется в республике. Так получается? Да, И будет... да. Ну, а как же Отбиваться. Ну, рейтинги? Ну, а как же ну, рейтинги? Люди же... Мы же видим по, допустим, даже по нашим опросам, по фондовским, они же его ненавидят буквально. ну, тут, ну, как бы он захочет установить, наверное, какую-то военную диктатуру. Ну, просто прикол в том, что если он останется, он, скорее всего, умрет. Как бы, потому что, во-первых, волна негодования, да, у наших мужчин полно охотничьего оружия. Вот зимой даже ситуация же была, что там в новостях тоже видел, очереди огромные были к психиатру, к наркологу, все оружие хотели оформлять. Ну, поэтому, мне кажется, наш народ не потерпит, выйдет, это во-первых. А во-вторых, ну, как бы придет уже легитимная армия Саха, да, как бы восстанавливать народовластие. И, ну, как бы, ну, думаю, тут уже могут у него большие проблемы возникнуть, если он решит остаться и удерживать. То есть лучше он пускай задумывается, как ему уходить, да, а не как пытаться остаться, потому Мгм, что, ну, это ну, мертвый номер, его никто не мгм, поддержит. мгм. М, Хорошо. Вот мы начинали говорить, да, о том, что нашли его сына. Да, как это вообще мгм, произошло? Как нашли его сына и сын ли мгм, это на самом мгм, деле? И вообще, чем он занимается? мгм. Ну, исследованием полит Саха занимался, я был чисто лицом, ну, как и Майя. Мгм, Вот, но насколько я знаю, он его скрывает, но, по-моему, это то ли бывшая жена, да, или как. То есть, ну, это реально его сын. То есть, да, но он его не, как сказать, не пытается публично о нем говорить, но были какие-то фрагменты, я видел, в СМИ, он упоминал как-то свою прежнюю семью, но делает это очень аккуратно. А, Как нашли? Ну вот полиция Саха, он очень много работает, где-то находит очень много информации, у него много с аудиторией общается. Вот, надо бы еще какой-то коллаб сделать. Вот. Ну, насколько я знаю, он, ну, разные писали, кстати, люди потом добавляли, что он там в Москве учится в какой-то президентском университете, что ли. Ну, в общем, он там по системе куда-то там карабкается, видимо, на чиновника учится. Ну, живет, видимо, неплохо. Он же даже внешне похож на него. Да, внешне похож. Он внешне похож. И все время ему вот эти вот приписывают. Он что ездит, да, куда-то за рубеж, почему он все время вот под индийскую музыку у Полит Саха? Мгм. Почему он все время под индийскую музыку у него появляется? Мгм. Ну да, ну, что я думаю? Ну, санкции. Полностью нужно всю его семью под санкции подводить. И, ну, мне Ага. кажется, это наша работа, да, вот выявлять вот этих вот системных людей и, ну, делать им как бы пребывание менее комфортным, чтобы они не могли свободно ездить по миру, как-то это все публично делать. И, Мгм. а, ну, я вот не знаю, есть разные сценарии, но они, ну, точно должны уйти, да, как бы потому что при любом... Ну, тут только вопрос, насколько это болезненно будет, насколько болезненный этот уход будет. Если они хотят как бы без каких-то больших последствий, бескровно и так далее, ну, им нужно просто как бы народу власть передавать,
Ага. и все, уходить. Вот. А что там дальше будет? Дальше уже там, ну, как бы, зависит от того, что украинская сторона, да, возможно, затребует, а что народ затребует. Э, Отпустят ли они его на волю писать книжки про свое правление, либо Да. захотят в тюрьму его. Я недавно, сколько, вот не так давно разговаривала с Николаем Токугавой, у нас даже вот было интервью с ним, да, и он в Да, я своем смотрел. интервью, да, он, значит, сказал, что мы должны, на самом деле не поняла, почему, вдруг он сказал, что мы должны потомкам, значит, детям там и внукам Николаева, ну Мгм. и вообще всех чиновников приближенных, да, э, дать их вообще, всех их отправить за рубеж учиться, значит, да, и потом, чтобы их пустить на нашу землю, и чтобы они, значит, сидели и управляли новым государством, да, только потому, чтобы показать им, что мы как бы соблюдаем законы, никого, значит, не едим, никого не убиваем, не расстреливаем, ну, как бы никого под суд, чтобы они не испугались. Вот, ну, насколько я Типа поняла, да. типа Женевскую конвенцию соблюдаем, вот это все, да? Да-да-да, ну Ну, вот в таком плане. Насколько ты вот вообще разделяешь такие вещи? Должны не, ли ну, мы их прощать таким образом? нет, это бред и чепуха. Ну, как можно оставить? Давайте тогда скажем, оставим Путина, пускай его там дочки от Кабаевой, да, по-моему, ну, короче, пускай его дети дальше управляют страной, да, там, ну, тогда у нас получается, что монархия, что ли, образуется. Это совсем далеко от тех идеалов, к которым мы стремимся, да. Ну, нет, ну, это какая-то крайняя точка, которая, ну, прям беззубая, да, я скажу. Но я хоть и более радикальных взглядов, но тоже думаю, что, ну, прям так, людоедством тоже заниматься не стоит, конечно, потому что, ну, это тоже бред, вот как российская оппозиция говорит, пойдем там четвертуем Путина, и все, да, будет там прекрасная Россия будущего. Нет, ну, типа проблема никуда не уйдет, потому что проблема в самом русском народе, как бы, ну, Путин просто должен пройти суд, да, ну, тем более он уже объявлен международным преступником, а четвертовать его не надо, типа, ну, это негуманно, во-первых, а во-вторых, ну, проблема никуда не денется, он там всего лишь отражение воли русского народа, да, и я не считаю, что он какая-то значимая личность, у него там много инициативы и так далее, ну, нет, это, ну, совершенно маленький человек, настолько маленький, насколько можно себе представить, ну, просто дорвался до власти. То же самое с Николаев, Айсеном, да? да, конечно. Но он такой же, он абсолютно. У него вот прям, он же там сидит у Путина, и он вот так как-то сидит, типа улыбается напряженно. Ну, то есть пытается максимально как-то вызвать доброжелательное отношение к себе, да, перед тем, кто сильнее, там, перед хозяином своим и так далее. Ну да, тут абсолютно такой же маленький человек. Единственное, он поумнее и похитрее будет, да, он там шахматист, технократ, поэтому чуть-чуть хитрее, чуть осторожнее действует, нежели Путин. Путин, потому что у него вообще там никаких ограничителей давно уже нет, он там в лоб прет. Ну вот единственное, сейчас вот у Украины скоро перемога будет, ну и вообще в целом, да, они как бы ну, показывают свою волю в поле боя, и вот, и уже как-то эта уверенность пропадает. Вот даже сегодня тоже вот в интервью Фридом упоминал об этом, то, как он стоит вот в церкви со свечкой, один такой грустный. Ну вот это реально его настоящее лицо. Очень такой жалкий, одинокий, вот, ну, блин, это его лицо и душа, по сути, русского народа, то есть ничего нету, кроме вот свечки, э, красивого вот этого окружения золотого, да, и пустота абсолютная, и жалость и к себе, ну, и в целом как-то жалко это все выглядит, вот. И, ну, блин, с Николаевым та же история, ну, нельзя, конечно, этого допускать, ну, и четвертовать их тоже не надо, потому что, ну, как бы он же почувствует, что загнан в угол, и получается тоже начнет действовать как. Ну, то есть у меня типа вопрос жизни и смерти, да, я либо тут хватаюсь за свое кресло и держусь до него до смерти, да, либо меня убьют. Вот. Ну, поэтому он должен уйти, а как, это уже вопрос философский, да, он там в тюрьму должен пойти, еще что-то там, пятое, десятое, это уже сложно. Но то, что он должен уйти, и все его окружение, ну, это 100%. Ну, вообще никого нельзя допускать их обратно. Иллюстрации точно должны быть, иначе придем абсолютно к такому же. Ну, и надо больше людей из народа и, в первую очередь, женщин. Как А бы, почему ну, женщин? ну, как сказать, мужчины
ну, это мой взгляд, ну, как бы патриархальный мир, да. Ну, вообще было бы хорошо, что в основном женщины пришли к власти в распавшейся федерации, потому что у мужчин больше тяги к насилию, к войне, я не знаю, как это сказать, генетически, что ли. Мгм. Ну, выше уровень тестостерона и, типа, в целом выше уровень различных конфликтов. Ну, женщины, мне кажется, более договороспособны. Вот, но ну, республика у нас, наверное, должна быть более парламентарная, да, то есть у президента тоже не должно быть какой-то большой власти. Вот, ну, не знаю, у меня много размышлений на эту тему. Я бы хотел, чтобы у нас первая диджитал афинская демократия была бы, то, что люди через вот Web3, ну, то есть Мгм. там, блокчейн, вот эти вот технологии, да, то есть интернет везде провести, чтобы люди могли вот открыто голосовать, ну, вообще за все, что угодно, да, кого избирать в парламент, если он вообще будет, допустим. Ну, тоже хотелось бы, чтобы чиновников было бы поменьше, и была какая-то структура, через которую, ну, Мгм. инфраструктура, через которую люди могли голосовать, да, за различные, ну, допустим, в Улусе, да, в Улусе будет какая-то, ну, большая автономия, ну, особенно где наши КМНС живут, чтобы у них все на своем Мгм. языке было, и они, ну, вообще сами решали, что им надо, своим бюджетом распоряжались, уровнем добычи ресурсов, потому что это экологию тоже очень сильно ухудшает. Вот это вот все, поэтому я думаю, ну, у нас есть вот эти все зачатки и есть предпосылки, я думаю, нам надо как-то сконцентрироваться больше не на персонах, а на институтах в целом. Вот. Ну и, Мгм. конечно, да, иллюстрации нельзя никого допускать. Ну, это, блин, я не знаю, как бы, ну, то есть человек накосячил, да, как бы, ну, мягко сказать, накосячил, да, предал свой народ, а его, наоборот, как бы одобряют. Ну, есть вот это выражение, типа, там, сын за отца не в ответе, вот это все, ну, блин, все-таки это сын отца, как бы, он не должен какой-то иммунитет иметь, я не знаю. Ну, Мгм. Мгм. это такие мои вот размышления. Мгм. Мгм. Ну, я так полагаю, что это же будет такая отмщение, да? Народ, я Мгм. думаю, что все-таки на самом деле, да, должен быть отмщен, да, хотя бы таким образом, Конечно. чтобы не допускать никого из окружения, да, их. Я бы Разумеется. вот хотела вернуться вот к Николаеву, да. Э, ну, смотрела очень много, да, поскольку мы сейчас занимаемся выпуском новостей, там небольшая передачка у нас выходит, да, но новостей приходится вот просматривать очень много по республике. И когда я все это вижу, мне как-то вообще дурно становится. Все вот за последние 5 лет, это вот то, что Николаев находится у власти, да, Мгм. это упадок произошел практически во всех сферах, во всех сферах. Сельское хозяйство убито, да, IT-технологии, про которые они на каждом там, на каждом, на каждом муняхе, значит, кричат, тоже никак не, значит, не развивается. Единственные айтишники нормальные, про которых знаем мы, и до сих пор знаем, уже много лет, это вот Ушницкие братья Играет. да, и Томский. Да, вот единственный, больше никого нет. Нет. Нет, еще пусто, нету никого. Несмотря на то, что они вот, значит, целые там чуть ли не министерство, да, создали. Газ и Да, нефть. У нас газ и нефть, значит, добывают москвичи, да. Мы да. не добываем. У нас там 30% только идет бюджета от алмазов, да. Мгм. Хочу сказать, что вот недавно смотрела, еще нашла одну новость, что Эльга Уголь был продан 100% московской компании, в учредителях которой человек, который когда-то начинал йотафон выпускать. Выпускать Аналогов нету. йотафон. А Аналогов Эльга нету. Уголь– это высококачественный коксующийся уголь, который можно продавать, добывать, Мгм. ну, нормально, если организовать добычу, там, производство, да, продажу. И вот Мгм. этот вот йотафон, значит, будет сейчас заниматься у нас добычей высококачественного коксующегося угля. Вот. Мгм. Значит, все в таком упадке страшном. Производства вообще нет никакого, да. Строительство, новое жилье тоже, ну, то, что вводится, да,
все тоже попадало. Население закредитованное. Все вот в кого не, вот пойдешь по улицам, да, любого города, любого села, ткни в кого угодно пальцем, попадешь человека, у которого есть долги. По Да, ипотеке везде эти долги, отличные наличные вот эти все. да, по ипотеке долги, по ЖКХ долги, алименты долги, потому что платить не может, денег нет, работы нет. Значит, сократились, зарплаты сократились. В городе зарплаты сократились, значит, там ну, в пределах 10%, да, Мгм. в селе зарплаты сократились в пределах 25%. Рабочих мест нет, сокращаются рабочие места. И вот у меня, я, конечно, ужасаюсь, смотрю вообще на это, на все, да. У меня единственный вопрос к людям. Почему они ну, как бы молчат? Почему они всего этого не видят? Но если видят, да, то почему Мгм. они молчат? Что вообще происходит? Ну, мне кажется, во-первых, народ спит, во-вторых, боится, в-третьих, ждет, что ну, что-то произойдет само по себе. Ну, это ощущается. Вот, в соцсетях видно, что люди, ну вот, после начала мобилизации очень сильно все не побоюсь этого слова, мобилизовались против мобилизации, да, то есть была огромная активность, вот, митинг наш совместный, вот, Мгм. движения разные были, да, вот против этого и подпольные и так далее, а потом все затихло, все спрятались, убежали в частную жизнь, людей можно понять, вот, ну просто, ну, надо понять, что вот, да, да, были раньше времена, когда, ну, типа можно было закрыть условно глаза, да, на какие-то вещи, переждать там, может быть. Но просто сейчас ситуация такая, что, ну, как бы катится все в пропасть. Как бы, да, телега катится в пропасть, и нужно как-то просыпаться. Ну, зачатки-то есть, как бы люди-то думающие есть, они думают, просто чаще всего это где-то, ну, наверное, на кухне обсуждается, да, там, в каких-то чатах и так далее, то есть закрыто, и, ну, на уровне, наверное, ну, размышлений, да, никто особо ничего пока, ну, так, внутри республики, ну, именно кроме информационного. Информационное сопротивление есть, конечно, но вот такого вот именно, ну, что надо делать, да, на мой взгляд, ну, надо реально как-то саботировать это все дело, я не знаю, там, приостанавливать работу этих военкоматов, да, ну, вообще, по-хорошему, я бы что делал? Я бы коктейлями Молотова закидал бы там все, что возможно, да, и если бы были для этого, ну, реальные возможности. Я понимаю, что этих возможностей тоже нет, потому что люди боятся, там, тем более, там, когда митинг не удался, же росгвардейцев подвезли, вот, и, ну, что надо делать? Ну, людям надо как-то консолидироваться, понимать, что, блин, их Подожди, больше, получается, чем подожди, больше. я тебя перебью, да? То есть ты Мгм. говоришь о том, что нет никакого другого выхода, кроме такого военного сопротивления. Не, ну, С твоей конечно, точки. есть, конечно, есть и гражданское сопротивление. Допустим, большой процент населения выйдет, как бы, ну, или даже если не выйдет, а просто там итальянская забастовка, да, то есть там прекратят работу предприятия, так, ну, особенно зимой это бы почувствовалось, да, ну, это рискованно, опять же, да, там могут не причастные пострадать, то да, как бы это заметят. Ну, просто тут проблема в чем? Мы колония фактическая, да? Москва, она где-то там, далеко. И, ну, как бы, да, конечно, до нас добраться очень тяжело, но в том плане, что, ну, они-то не услышат. Ну, окей, наши власти услышат, да? Они остановят мобилизацию или хотя бы уменьшат темпы, еще что-то сделают, как-то, может, пойдут навстречу. Но проблема в том, что вот есть Москва, да? То есть центр империи, метрополия, и, ну, как бы они не прочь своих этих снова отправить на подавление вот этих вот всех инакомыслий, да, вот поэтому тут, ну, я думаю, нужно, ну, можно только как-то подпольно бороться, потому что, ну, в открытую это, ну, если реально большой процент населения, и притом не только у нас, а по всей стране, ну, начнется реально вот тормозиться вся система, перестанет работать. Ну, даже вот это вот просто итальянская забастовка, да, люди не будут, короче, выполнять свои обязанности на работе, ну, это реально уже остановит страну. Но я думаю, на мой взгляд, что вот у нас это возможно, но вот где-то ближе к Москве я вот не знаю. Я вот сомневаюсь. Поэтому Мгм. тут проблема даже не сколько в том, что
наш народ не хочет, а сколько что ему не дадут. Ну, мало возможностей из-за того, что мы фактически колония, и нас готовы подавлять. Поэтому, ну, я-то думаю, народ у нас, даже если заваченный, да, ну, то есть там смотрит телевизор и так далее, все равно, ну, как бы родной Аллах ближе, да, как бы ну, все, что связано с Саха, оно все равно ближе, как бы человек все равно выберет как бы свой дом в любом случае. И я в этом абсолютно уверен. То есть, да, там человек может сказать, там, условно, да, там, Путин, не знаю, президент мира, но в то же время там Джейтигер пойдет и там оладушки, да, там приготовит, я не знаю, ну, что-то в таком духе. Ну, то есть, как только пошатнется система, ну, народ сразу воспрянет, это 100%. Просто вот как это все форсировать, ускорить, как бороться с системой, ну, вот, ну, я думаю, ну, надо действовать их методами, то есть они должны бояться. То есть если они будут идти против народа, то что ну, за ними могут прийти. Притом по одному. Там, у них не будет никакой там охраны и так далее. И всякое может произойти, да? Вот, и, ну, мне кажется, вот надо дестабилизировать ту сторону. Ну, у них и так как бы монолита-то особого нет. Я думаю еще что, ну, блин, все чисто за деньги работают. Деньги кончатся, печатный станок остановится, я не знаю, они пойдут, ну, люди, которые вот в карательной этой системе работают, они пойдут туда, где деньги. Вот. Все очень просто. Ну, идейных людей, на мой взгляд, ну, практически нету. Практически нету. То есть в основном все за деньги. Ну, даже вот эти вот добровольцы, которые едут убивать Ну да, за мирных деньги. граждан Украины, да, это же все, они не за деньги это все делают. Ну, опять же, можно понять, но не простить, да, как бы понять, Да. потому что у нас очень тяжелые условия, и у нас, ну, вообще огромная пропасть, да, между богатыми и бедными, ну, и скорее даже нищими. Вот, и как бы, ну, сейчас такой, как бы это сказать, социальную лестницу, да, государство придумало, даже отчитывались же, по-моему, о том, что вот, типа, у нас бедности меньше стало. А почему меньше стало? За счет вот этих вот вертолетных выплат за убийство людей, да? Вот, ну, поэтому да, но я думаю, то, что вот эти вот... Мгм, Я хотела сказать, еще я вспомнила, мгм, в заслугу Николаева можно поставить то, что у нас снизился уровень безработицы. Вот если год от мгм, года у нас уровень безработицы, ну, варьировался в полутора там, в пределах 1500 человек, да, то в мгм, этом году по сравнению с прошлым годом 6 тысяч, в прошлом году было 30 тысяч безработных, к примеру, да, мгм, 36 тысяч безработных, а в этом году 30 тысяч, то есть их мгм. стало на 6 тысяч меньше. А это не количество мобилизованных? Вот. Такое вообще. Вот. Их же все записывают как работников. Работников армии. Ну, это сюр просто какой-то. Это эти стахановцы воюют, да, там лежат в полях Украины с семечками в карманах. Значит, по поводу еще хотела сказать Алмара, компании, женушки, да, нашего губернатора. Мгм, Значит, она значит, банковских див захотела превратиться, значит, в бриллиантовую, значит, леди. мгм, Они, если я не ошибаюсь, сегодня в Верховном суде должно было рассматриваться дело по этому резервату ресурсному, да, природному заповеднику, грубо говоря, БУР, который называется, мгм. где они хотят Алмар добывать. Говорят, что там чуть ли не 100 миллионов запасов алмазов. Вот. М, И сейчас судебные слушания проходят по тому поводу, чтобы этот природный заповедник лишить статуса резервата, да, природного резервата. Вот. мгм, То есть вопрос какой, да? Они пытаются своим действиям придать какую-то легитимность. мгм, Легитимность придают своим действиям. А зачем? Вот. мгм, То же самое делает Путин же, да? Он придает всем мгм, своим действиям, придает какую-то вот, значит, легитимность, да, чтобы это было мгм, вот мгм. как бы под это были какие-то документы юридические,
что вот, дескать, мы не просто так это делали, да? А Мгм. зачем? Если ты уже Ну, царь, если ты уже мгм, царь, то мгм. скажи своему народу, я вот буду делать так и все. А кому не понравится, всех, значит, пересажаем там или что-то еще там сделаем. Ну, мне кажется, тут два момента. Во-первых, так называемая Российская Федерация, которая федерацией не является, ну, это очень бюрократизированное государство. Там как бы даже когда, ну, откровенно незаконные действия делают, под это, под все, типа, все равно есть бумажка. Да, и в Совке то же самое было. Вот. Ну, это какой-то способ, я не знаю, типа, самосбывающегося пророчества, я не знаю, ну, как бы подтверждение своих действий. То есть это, ну, что-то совковое, мне кажется, да, то, что ну, как, ну да, 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 что-то совковое, вот, Ну, то есть я не... Ой, ой, ты где, Дима? Продолжаю запись. да. Ну, в общем, это что-то совковое, и, ну, как бы все свои действия надо подтверждать бумажкой, да, и там, ну, засекретить, допустим, как тот же пакт Молотова-Риббентропа, да, там, факт союзничества Сталина, Гитлера, ну, то есть Мгм, советских войск и германских, как они мгм, Польшу делили, да, и Восточную Европу с двух сторон оккупировали. Ну, вот, ну, здесь тоже то же самое прослеживается, как бы. Во-вторых, ну, насколько бы много власти не было, нужно как-то делать вид, что, ну, вид законности, да, то есть не так, что я делаю, что хочу, потому что, ну, я честно не знаю, почему, ну, наверное, и могли бы, но, во-первых, наверное, для международного сообщества это имеет какое-то влияние, потому что, ну, там, где есть демократия, там обычно вот, ну, как-то смотрят, да, на бумажки. То есть по бумажкам Россия считалась второй армией мира, потому что на бумаге там вот ого-го мощь, да, там эти парады, победобесные и так далее. Ну, по факту то, что на деле, да, ну, вот сейчас в Украине видно, да, там сколько теперь металлолома этого мгм. советского в основном, советских времен. Ну вот, и для международного общества может привычка какая-то, чтобы подтверждать свои действия, мантра Вообще какая-то. глупость какая-то. Могли бы и не Мгм. делать ничего этого, я так полагаю. А вот еще такой вопрос. Мгм. По поводу, блин, что-то же просто сейчас в голове вертелось по Мгм. поводу того, что будущее. Вот, Мгм. в общем, ладно, что-то я вылетела из головы. Вот еще хотела спросить. А, по поводу Авксентьевой хотела спросить. Мгм. По поводу твоих слов о том, что вот должна женщина прийти. А может ли это Мгм. быть Сардана Авксентьева? Ну, Она же, блин, нет, вы же нет, что-то конечно. начали же Мгм. уже делать, Да, ну, как-то нет, конечно. Ну, кстати, интересный продвигать. момент. Вот в Нюрбе, в общем, есть один украинец, ну, этнический украинец. Вот, господи. Я его канал смотрю на Ютубе, сейчас я посмотрю, Мгм. как его звали. Ну, он такой... Олесь его зовут. Олесий, да, да, да. Он сейчас устроился, я так случайно узнал, помощником у Сардана Аксентьевой, оказывается. Ходят, бегают сейчас и как-то пытаются, я не знаю, что-то предстоит, да, выборы, видимо, или что. Ну, в Да-да-да-да-да, общем, там выборы будут, ага. ну вот, хотят ее продвигать. Ну, во-первых, Алисий, я считаю, очень далек от политики. Ну да, но он, я насколько знаю, он хорошим делом каким-то занимался, да, то есть расследовал, что там в Нюрбе факты коррупции, да, там этому главе местному мини-царьку во всех смыслах противодействовал, который на третий срок, что ли, пошел. Ну, мне Мгм. кажется, он от политики очень далек. Он там спокойно в Госдуму ездил, фотался там. Ну, блин, война идет, да, как бы, как... не понимаю, короче. Ну, какая-то внутренняя тема, и ну нет, конечно, нет, Сардана Аксентьева, она себя полностью дискредитировала, типа она же выезжала на том, что вот она оппозиционный кандидат, вот у меня Гохай, да, на Гехе, типа Ага. вот мои избиратели, типа, ну блин, ну, понятно, где ее избиратели, они в Кремле сидят, типа новые люди, карманный проект, ну блин, ну по сути все партии так или иначе связаны с С Кремлем, Кремлем. да, даже вот Яблоко недавно скрылось, то, что они, оказывается, деньги какие-то от Собянина, что ли, связанных с Собянином структур получали. Ну, то есть, блин, я не знаю, кто еще на России себя не успел дискредитировать. Вот. Ну, я думаю, нужны свежие люди, ну, которых не было еще
во всех этих путинских политтехнологиях, я ее никак не вижу. Ну, окей, она может, допустим, откреститься от всего, что-то сделать общественно полезное, но если будет запрос на то, чтобы ее посадили, да, за то, что она поддержала вот это все дело, военную интервенцию, как бы, да, в чужое суверенное государство, оккупацию, то да, если нет, то, я не знаю, пускай книжки пишет, какая она была железная леди, там, я не знаю. Ей точно нет, ей точно нет Прав- места как бы в будущей Да, политике. да. Совершенно верно, я с тобой абсолютно согласна. То есть у них никакого видения, вот у этих людей абсолютно нет никакого видения будущего республики. Да? Так же Абсолютно, получается. Это же абсолютно. такая мнимая интеллигенция, а по итогу, по большому счету, это же глупцы. Да, Да? это вот, как сказать, вот честно скажу, да, вот немножко критика в адрес нашего общества. Наше общество любит носить маски, то есть примерять на себя разные роли, стили поведения, жизни. То есть человек может быть закредитован, вот как ты говорила, да, то, что у нас очень Мгм. сильно закредитован население, но в соцсетях он будет показывать, насколько шикарную жизнь он ведет. Хотя по факту это все там в рассрочке, в кредит и так далее. То есть все пытаются как-то доказать друг другу, что они лучше и так далее. Это у нас есть, это отрицать не надо, я думаю. Вот. И, блин, здесь похожая ситуация. Эти люди строят из себя интеллигентов, да, мимикрируют под нечто похожее на элиту. Вот. Ну, по факту-то понятно там какая база. Там совковая база просто. Это совок чистой воды, как бы. Блин, какие из них элитарии, какие из них интеллигенты, какие из них политики? Блин, я говорю, максимум, что можно, если они останутся на свободе, там, я не знаю, в каких-то подковровых, бульдожных этих игр, они там не пострадают, вот все окей, они выйдут как-то из всего этого, что не может, из этого карточного домика, который Мгм. непременно сложится, блин, я не знаю, мемуары писать, я не знаю, может быть, ходить, раскаиваться по всему миру, да, какие они были плохие, и как они хотят исправиться, хотят там для своего народа, может, что-то сделать, хотя бы вот так вот, да, то, что вот, мы раскаиваемся, мы были неправы, там, я не знаю, что-то такое, там, может, книги писать, я не знаю, Мне кажется, вот строительство Жатайской судоверфи, это, кстати, из той же темы, да, что хоть что-то, да, я могу после себя оставить. Николаев так, мне м, кажется, может быть. кстати, А с другой кстати, стороны, может может быть. быть, это потому что все продано, ничего не осталось, да, у республики своего. А так он войдет не как предатель, да, не Мгм, как людоед, да, а как мгм. вот строители судоверфи. Очень сомнительно, потому что, чтобы этот северный путь разработать, еще как бы ледоколы нужны, либо должны ускориться темпы климатических изменений, да, чтобы Да. там льда не осталось, как бы. Блин, конечно, они очень хотят остаться как-то в истории, как все красивенько, какие они молодцы. Но, блин, если они действительно этого хотят, то пускай они уже начинают действовать сейчас. Там, может, моргнут нам, да, если они там в заложниках, я не знаю, ничего не могут сделать, но пускай начинают делать молча, тихо, молча, пускай там наши видео смотрят, наши мысли, пускай как-то, я не знаю, через анонимные аккаунты, может, общаются с народом, через какие-то прослойки. Сейчас много технологий, всякие там Tor, Onion, да, там Мгм. I2P и так далее, вот всякие технологии есть, с помощью которых можно зашифроваться и как бы скрыть свою личность. Пускай они ведут тогда какую-то подпольную работу, пускай они что-то Ждем сделают. Айсена Николаева в группе Да, волонтеры. да, присоединяйся. Может быть, ты тогда в истории не останешься людоедом, и даже как человек, который, помог, да, вернуть народу власть. Если он действительно что-то такое сделает, то да, это единственный сценарий. При других сценариях он останется людоедом, предателем, так нарастет. Вот, Мгм. поэтому А он мог бы вообще отказаться от мобилизации в республике? отказаться нет, но он мог снизить хотя бы.
темпы какие-то, ну, то есть А как-то... почему не мог бы отказаться? Почему? Потому что его бы сняли с должности, скорее всего, и поставили другого человека. Ну, это мое мнение, потому что... Хотя вроде был же где-то прецедент, да? В Что... Чечне. Да, но тут надо Ну да, учитывать, а что... Да, Николаев не Кадыров, да? да. У Ичкери это совершенно отдельная ситуация. Вот даже недавно Кадыров же высказался, то, что вот, а где вы были, когда нас оккупировали? Там, он сказал, где была Украина, где был западный мир. То есть он в укор даже бросил. Это Ну, на то есть, выступление польского этого, да, председателя правительства, да, Матеуша да. Моровецкого, он так высказался. То есть человек, который, по сути, ну, сам предатель, да, сам держит в оккупации свой же народ, ну, как бы коллаборант, даже он, ну, пускай он это делает лишь как бы манипулируя фактами, да, по факту же его отец все это проделал, как бы, да, предал народ, но тем не менее даже он говорит вот. То есть у Ичкерии особые права, потому что они победили в войне по факту, их также бомбили, как Украину, и, ну, по сути, они победили, по идее. Вот. И у них есть, как сказать, ну, это своего рода репарации, но очень в извращенной форме, для того, чтобы, ну, как бы удерживать под контролем, да. Мгм. Ну, Ичкерия будет свободна, я считаю. Как бы, ну, прекрасный народ и очень-очень воинственно они готовы защищать свою свободу. Вот. При дальнейшей радикализации у нас, то да, конечно, и у нас прав больше станет. То есть, ну, единственное, что понимает рашизм, это язык силы. Вот. И как будет набираться сила, так меньше будет аргументов у Кремля. И, ну, как-то так. Ну, а так у нас кто есть? Эти Юстимсюй, да? Ну, вот если системно смотреть, Мгм. Мгм. нас не учитывать. Юстимсюй, да? Вот. Ну, что они могут сделать? Ну, блин, им деньги перестанут платить. Все, они просто разойдутся, как бы. Но это же не настоящие националисты. Они просто взяли и как бы запрос, который огромный есть, да, ну, на здоровый Мгм. национализм, они его взяли, ну, не можешь противостоять, как бы возглавить, да, и извратили вот это вот все. То есть как-то запрос-то, по идее, есть на защиту своего суверенитета, народа, Мгм. культуры, Да, языка, но запрос это есть все абсолютно направляет верно. не в то русло. Вот. Согласна. Так А что, если, слушай, может быть такой вариант, что власти, допустим, сейчас уже готовят такого националиста, как Макаров. Макаров сейчас пропал из поля зрения. Он ушел, с началом войны он ушел перестал быть, значит, лидером этой организации Устумсу, и мгм, вообще он скрылся с поля зрения, чтобы его, видимо, не... Есть такое, да? Чтобы его, мгм. видимо, не ассоциировали никак с войной, с человеком, который отправляет на убой Саха. Вот. Есть такая возможность, что такие люди придут к власти после распада Российской Федерации. Ну, конечно. Ну, не есть возможность, они будут стремиться к власти. Это 100%. Ну, Мгм. надо как бы ко всему этому быть готовым, потому что, ну, блин, тот же Навальный, почему он сейчас сидит в тюрьме и целеханик, здоров, ну, относительно, да, конечно, там, исхудал вроде как, но почему? Ну, потому что это как бы запасная карта, да, хотели бы, убили бы уже давно, как Немцова убили, как, я не помню имя, журналистка «Новой газеты», которая расследовала Политковская. преступление Ичкерия. Да, вот Политковская, ну, их же убили, да, как бы, Ага. а Навального почему-то держат. Ну, блин, потому что он Но его же такой же, хотели убить. ну, хотели убить, да, но не убили. А в тюрьме, как бы, для этого всего есть возможности. Ну, люди вышли на протесты, да, ну, как бы Да. они точно бы не снесли режим. Да, они бы показали свое волеизъявление, но они ничего такого критического не сделали бы. Поэтому, ну, блин, мне кажется, это такой этот план Б, Ельцин-2, в общем. Вот Мгм. наш демократический лидер, все там, ну, тоже там, давайте Ну, ядерное оружие, это все ты говоришь нам. про Навального. А если Да. применительно к республике, Ну Макаров, да, такой ну, националист, может прийти, да, к власти? да. Ну, а тут у нас отдельная ситуация. Там нацист, у нас националист. Да. И, ну, конечно, его могут приберечь тоже для того, чтобы такой незапятнанный человечек, он там за нас, за Саха, главное бяки, да, главное Саха. Там, ну, типа, Да, не варяг, да-да-да, да, типа. как мы любим, да?
Но Да, тогда да, да. есть возможность, что Южная Якутия, как бы, она восстанет. Потому что Южная Якутия у нас практически все либо русские, либо этнические украинцы. Да, да, есть такая возможность. Ну, поэтому нужно продвигать именно культурный национализм. То, что нас всех объединяет, да, на этой земле. Вот. Ну, конечно, должны прийти к тому, что, ну, во-первых, надо как-то сохранять и развивать языки КМНС, да, наших малые народы севера, коренные. Вот. Юкагиры, венки, ивены, лоры-ветланы. Вот. И ну, в случае с южной, так сказать, Якутией, да, да, есть такая вероятность, но это уже не деколонизация, не право народа самоопределения, ну, сепаратизм. Я вот недавно читала различия, да, ну, как бы в чем различие сепаратизма? В том, что нет такого народа, как нерюнгринский народ. Да, Ну, нет такого. да. У них нет своего какого-то этноса. У них есть свой уголь, да, но это не культура, это просто ресурсы, да. Мгм. Люди тем или иным образом попали, да, в республику. Там кто-то ссыльный, кто-то работать приехал, да, на вахту и так далее, и так далее. Но у них нет права выходить. Если они хотят уехать, они лично могут собрать чемоданы и поехать в прекрасную Россию будущего, куда-то в Москву и так далее. Как бы никто этого не запрещает. Но если они хотят оставаться, то мы должны все вместе строить нашу демократическую свободную республику Саха, в котором, ну, как бы все будем равны. Мгм. Вот. Но вот именно про русский язык, я считаю, да, чтобы снизить влияние Москвы и так далее, Сахатыла, ну, как бы они поначалу будут на равных, но Сахатыла нужно как бы максимально вводить в школах, в госучреждениях, везде и потихо снижать уровень русского языка, потому что, ну, я считаю, да, наш народ – это те, кто вот близок именно к нашей культуре, говорит на сахатыладе или хотя, ну, интересуется и так далее, и так далее. Ну, то есть все, кто причастился к культуре, ну, он уже может считать себя саха, да, ну, как бы как национальность, как бы этничность – это дело другое. И то есть, ну, не проблема в этничности, а проблема в том, что у людей в головах, да, то есть если они там верят в царя, в батюшку, в великую Россию, то, ну, стоит проводить деколонизацию, да, в своем уме, и это не будет приветствоваться. Тем Мгм. более, что, ну, нас так разделили, да, то есть Порт-Аян же был раньше, из-за чего было Да, восстание. да. Сахалар, Тунгуса-Манджуры, вот, Ивенки, да, Лоры-Ветланы, белогвардейцы, ну, объединились в борьбе против коммунистов, которые решили республику разделить от цивилизованного мира, да, от свободного мира, там, от США, Японии, Кореи и так далее, чтобы у нас не было возможности, как прежде, до прихода оккупантов 400 лет назад, торговать, строить международные взаимоотношения и так далее. Ну, я не говорю о том, что, ну, типа, я не знаю, а я наш и так далее, вот такие лозунги. Ну, нет, конечно, да. Нам надо как-то выстраивать взаимоотношения с Хабаровским краем или то, что от него может остаться, потому что в теории, если так подумать, вот сам Хабаровск, он там внизу находится, это же прежние земли Китая, и Китай на них в принципе, легитимно претендует, потому что, ну, Советский Союз там оккупировал, да, немножечко. Мгм. Вот. Ну, там тоже Ну и сложная история, Чукотка, потому и что... Магадан тоже там же рядышком. Да, 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 ну вот Те, Чукотка, с это... кем... Да, Мгм. да, да, ну, то есть это же раньше как бы одна территория была, ну, мы все, да, Лора Ветлана, Тунгуса Маньчжуры, Сахалар и так далее, вот, и разделили, чтобы ну, разделяя власти, да, политика. Поэтому, ну, если еще там Нирингри захочет, ну, блин, ну, это уже как-то слишком, мне кажется. То есть и так максимально разделили, да. Ну, конечно, я склоняюсь к тому, чтобы у Ивенков, Ивенов, да, Лора Ветланов, у всех юкагиров, ну, были свои национальные государства. Вот. Ну, другой вопрос, а, хотят ли они, будут ли они это делать и так далее, и так далее. Мгм. Но это все Мгм. переговорно, я думаю, с этим без проблем разберемся. Ну, как минимум, им нужна автономия. То есть на уровне ЛУСов, то есть Ну, свой собственный да, язык, свой да, тюмень и это так далее. вопросы такие длительные, да, долгие, долгие, еще в долгой перспективе. А вот последний вопрос тебе хочу задать, Дима. Мгм. Э,
Как ты думаешь, когда закончится война и что будет с нашей республикой? Я вот у всех спрашиваю, Мгм, мгм, все, конечно, потому что, видимо, общаемся все мгм, в одном кругу, да, у всех примерно мгм. одинаковый ответ. Ну, вот тебя хотелось бы послушать. Да, вопрос очень сложный. Ну, во-первых, два сценария. Первый сценарий — контрнаступление Украины чрезвычайно успешно проходит, но я слышал такое, что не нужно ожидать прям чего-то сверх, потому что, ну, это может деморализовать, да, вообще в целом весь мир, который поддержит Украину, ну, потому что слишком много ждут. Война — это, ну, блин, не шахматы, да, вот. Будет чрезвычайно успешное контрнаступление, и там в ближайшие, ну, допустим, год-два, ну, дело неблагодарное прогнозы делать, то начнет сыпаться, да, империя. Потихо или быстро. Другой сценарий — то, что война затянется. Я не знаю насколько, но на долгие годы. Вот. В этом сценарии, ну, события будут развиваться, я не знаю, неожиданным образом, наверное. Потому что при первом сценарии, если контрнаступление удачно происходит, Украина восстанавливает свою территориальную целостность, возвращает Крым, Донбасс и оккупированные после полномасштабного вторжения а, территории, Запорожье, например. то М, да, Запоріжжя, вот, то да, да, то как бы все быстро начнет сыпаться, ну, потому что, ну, это сразу ударит и по внутреннему там рейтингу Путина, и народ там сбунтуется, там, ну, типа, ну, люди, конечно, завачены, но они же там тоже зададутся вопросом, ну, типа, а нафига тогда мы умирали там, если вы нам там обещали, я не знаю, что они мгм, там обещали, Советский мгм. Союз там или что. Да-да-да. Да, вот, быстро начнет сыпаться. А вот второй вариант, ну, там скорее как-то это, наверное, плавно будет происходить, денег будет становиться меньше, возможно, если, ну, вот опять же много чего зависит, потому что Индия и Китай, например, очень хитро действуют. Вот, впрочем, как и Турция, тоже, Мгм, тоже есть вопрос. Но тут Турция в этом плане получше, потому что они изначально как бы военную помощь большую предоставляли Украине, признают территориальную целостность. мгм, Вот, ну, Индия, ну, тем более же есть крымские татары, которые, мгм. я вот точно не помню, сколько миллионов, по-моему, 8 миллионов бежало от сталинских репрессий, ну, вообще в целом от Ну, да, да, репрессий русских, огромное число. да, в Турцию. Ну, поэтому, ну, это тоже тюрки, поэтому тут есть связь такая, да, как бы народная, так скажем. Вот. Ну, достаточно много людей поддерживают Украину. Вот. А Мгм, там вот все сложнее, поэтому, ну, много чего зависит, но империя, да, будет сыпаться, просто, ну, есть и третий вариант, когда это все дело законсервируется, интернет как бы закроют, да, вот я слышал, в этом году YouTube хотят блокировать через своих китайских коллег, которые так и VPN не смогли у себя в стране заблокировать. мгм. Вот, не знаю, А ну, с YouTube может Якутией-то что заблокировать. будет? А, Сложный вопрос. Если дело будет консервироваться, тут нужна большая сила, чтобы менять ход событий. Тут объединение нужно. Во-первых, внутри это с национальными республиками, объединять в Мгм, целом силы, ну и в первую очередь военные силы. Вот, и раскачивать ситуацию изнутри, да, то есть какая-то партизанская работа, ну вот как РДК, да, заходил в Брянскую область, вот мгм. такие какие-то движки и так Акции. далее. Мгм, Да, акции, вот. Ну, тут просто проблема в том, что вот нет прямого выхода к другим странам. Ну, это не проблема, независимость это не проблема, но в случае вот консервации, то чуть сложнее будет. Чуть проще было бы, если бы было, ну, прям границы выходили. Но, ну, в случае независимости, сразу скажу, да, там можно, допустим, через ту же Чукотку, там, до Аляски, допустим, мост построить, все, вот, тебе, ну, там, железная дорога, там, допустим, все, связь там мгм, цивилизованным миром, США, с Канадой и так далее, и так далее. Там, ну, все как бы, да, там, то есть главное с Лорой Ветлан договориться, вот, и все. Я думаю, независимость будет. Независимость будет. Тут самый большой и сложный вопрос — это когда, сколько времени Когда? это займет, потому что, ну, даже может быстро очень наступить фактически сама независимость ДР, да, но сколько времени займет вот выкорчевывание вот этих вот щупальц империи, которые, несомненно, останутся в том или ином виде, деколонизация умов, да, то есть нам нужно вообще
перерассматривать, то есть пересматривать всю систему образования, свою историю учить, сахатыла. То есть у нас ну, русификация ударными темпами происходит. И ну вот тут очень много вопросов. Ну, республика, несомненно, будет свободной. Вот. Единственный вопрос – это когда, как, какими усилиями, какими путями и так далее, и так далее. Вот. Ну, в случае каскадного вот этого падения империи, да, то это, Мгм. опять же, очень быстро может произойти. Все республики быстренько под шумок выйдут из состава. Мне кажется, даже те, кто говорят, что они за федерализацию, они тоже выйдут, потому что Я знаю, когда кого ты имеешь в начнется... виду. Да, да, да. Вот. Но когда начнется движняк, как бы там уже не до популизма будет. Ну, Ну да. все уже, ну, я в этом убежден полностью, все в едином порыве выйдут из состава федерации, установят между собой новые прямые государственные взаимоотношения, экономического сотрудничества, торгового, военного и так далее, и так Мгм. далее. Ну, а внешние государства нас поддержат определенно. Ну, просто нужно об этом как-то больше говорить, и внутри, и снаружи. Ну, то есть я верю, что воля человека, да, ну, даже вполне отдельного, я не говорю про всяких Путиных, Николаевых, это безвольные люди. Ну, да, да, да. Вот, наполнение там сомнительное. И я говорю вот про народ именно, да, про активистов, ну, вообще про людей обычных. То, что, ну, воля каждого отдельно взятого человека, она способна преломлять реальность и способна производить много изменений. Просто слишком много лет вдалбливалось, что ты ничто, ты там букашка, там без бумажки, да, условно говоря, там твое мнение ничего не значит, ты ничего не можешь поменять, да ничего не поменяется, там, надо, чтобы сколько-то поколений там сменилось и так далее. Ну, просто Мгм. вот в информационную эру я вот заметил, за год произошли большие изменения в головах у людей, Огромные. огромные. То есть раньше это невозможно было себе представить. Нужно было десятилетия, наверное, минимум, либо десятилетия вообще. То есть все происходило гораздо меньше, жизнь была медленнее. Сейчас очень трудно делать прогнозы, потому что, ну, в целом, как бы беспрецедентные события происходят, да, то есть, ну, по факту же в каком-то виде это Третья мировая, можно сказать, да, которую Россия заварила, очень, хотя и реализовать свои имперские амбиции, да, вот, но она уже совершенно в другом формате происходит, в том числе информационном, то есть это тоже Мгм. фронт, и он очень важен, ну, может, даже важнее остальных фронтов. И тут все очень многое зависит от каждого отдельного человека, даже не от нас с тобой, да, не от Мгм. тех, кто полностью погружен в активизм, а от каждого отдельного человека, который сейчас это смотрит, от того, о чем он думает, о чем он общается с родными, с коллегами, с друзьями, какие планы строит на жизнь. Ну, вот совет, да, гнаться за дешевой ипотекой сейчас, ну, такая сомнительная идея. Лучше, да, как-то запланировать. Ну, просто суть в том, что если вот сейчас каждый возьмет, да, и Мгм. присоединиться к сопротивлению, это все произойдет очень быстро. То есть реально быстро и даже безболезненно. Ну, если взять, допустим, всю Российскую Федерацию, да, и условно мы под какой-то идеей такие объединимся того, что мы развалим этот рейх, и каждый пойдет уже своим путем, да, в моменте вот ситуативный какой-то союз. Ну, блин, это произойдет просто мгновенно. Вот. Поэтому я считаю, тут все зависит от каждого отдельного человека, да, но все-таки море, оно состоит из капель. Поэтому, да, как-то так. Вот от каждой отдельной капли зависит, э, куда дальше течение понесет. Мгм. Да, спасибо большое. Поэтому мы призываем всех, не будьте пассивными, будьте активными, потому что ваше будущее в ваших собственных руках. Да? Если вы с чем-то не Определенно. согласны, то, пожалуйста, об этом говорите. Вот. Спасибо большое тебе, Дима. Спасибо. Вот. Мы очень интересно, очень классные взгляды. И вот. Я надеюсь, что мы с тобой еще не один раз встретимся. Да, я тоже надеюсь. Все. Спасибо. Пока.